Здравствуйте. Завершается рабочая неделя. В эфире новости Татарстана. В студии работает Алия Хайрудинова. Подводим итоги пятницы. Сразу два новых центра спорта «Физра» открылись сегодня в Татарстане. Футбольные манежи появились в Набережных Челнах и Альметьевске. Это стало федеральным событием. Их в режиме ВКС запустил министр спорта России Олег Матыцин. Такие физкультурно-оздоровительные комплексы появились сегодня также в Башкортостане, Бурятии и Ростовской области. Кто и когда здесь сможет заниматься и как будет работать схема государственно-частного партнерства, в репортаже Вероники Гайнудиновой. На связи 4 региона России: Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Ростовская область. Сразу 6 новых физкультурно-оздоровительных комплексов открывает сегодня министр спорта России Олег Матыцин. Задачу, которую ставит президент Российской Федерации, максимально вовлечь наших людей, граждан в занятия спортом, невозможно решить без создания спортивной, комфортной спортивной инфраструктуры. Центр «Физра» – это комплекс площадью 3000 квадратных метров, 2 мини-поля с искусственным покрытием, 2 площадки с тренажерами и теннисными столами, 4 раздевалки. Один из таких спортивных центров теперь есть в Набережных Челнах. Этот объект будет загружен не менее 16-18 часов в сутки. Он востребован, он нужен, он необходимый. Строится в очень нужном и важном микрорайоне. Здесь строятся жилые дома. Вы видите, уже идет стройка 6 новых домов для работников КАМАЗа. Рядом 2 года назад мы смогли построить здесь же, в этом микрорайоне, ледовую арену КАМАЗ. Юные футболисты уже оценили новый манеж. Они уверены, в таких условиях их ждут только победы. Занимаюсь я с 5 лет. Зал очень хороший, приятно играть. Чувствуется все. Приятно. Зал нам нужен, чтобы у нас было побольше тренировок, мы развивались, стремились к победам. Второй центр спорта «Физра» открыли в Альметьевске. Он появился у 3-й школы. Комплексы построили по федеральному проекту «Бизнес-спринт» госпрограммы развития физкультуры и спорта на деньги из федерального, республиканского бюджетов и благодаря частным инвестициям. Благодаря манежу «Физра», который мы сейчас открываем, мы действительно вдохнем новую жизнь, спортивную жизнь в целый микрорайон. Прилегающие 3 школы. Ребята будут здесь заниматься. Год назад было заключено соглашение между исполкомами городов и частным инвестором компании «Физра». По нему 40% часов работы спорткомплекса будут выделяться для бесплатных занятий. Здесь у нас находится, 2 поля. Это одно большое, одно малое. Здесь дальше тренировочные участки, где можно будет поиграть и размяться перед футболом и также после. Теперь здесь могут заниматься школьники и спортсмены. После манеж будут сдавать в аренду взрослым и коммерческим группам. Сегодня ребята из местных футбольных клубов уже провели товарищескую игру. Вероника Гайнудинова, Руслан Бакиров, Ильнур Залятов, ТНВ, Набережные Челны, Альметьевск. В городах Татарстана продолжают собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Оренбургской области. Как сообщает ТАСС, в столице региона вода уже вплотную подступила к многоэтажкам. Здесь объявлена массовая эвакуация. За 2 часа вода поднялась на 4 сантиметра. Пункты для временного размещения жителей уже готовы. В Орске же приступают к ремонту дамбы. Ее состояние оценили глава МЧС России Александр Куренков и полпред президентов ПФО Игорь Комаров. В чужой беде не остались равнодушными нижнекамцы. В пункт сбора гуманитарной помощи они приносят продовольствие, одежду, средства гигиены. Он находится на Студенческой 9, работает с 8 до 5. Сейчас требуются предметы личной гигиены, постельные наборы, предметы быта, продукты длительного хранения и школьные принадлежности. Пункт сбора помощи пострадавшим развернулся и в Челнинском молодежном центре «Нур». Неравнодушные горожане приносят вещи первой необходимости. Присоединиться может любой желающий. Помогают принимать и фасовать вещи и продукты питания волонтеры. За сутки уровень воды в Куйбышевском водохранилище в республике повысился еще на 23 сантиметра. Продолжается его весеннее наполнение. Такие данные приводит МЧС по Татарстану. На реках продолжается весеннее половодье. Уровень воды в Казанке в Варском районе поднялся минимум на 15 сантиметров. В свою очередь на Нижнекамском водохранилище вода напротив ушла на 6 сантиметров. На других реках также фиксируется спад. От воды освободился низководный мост на реке Шишма в Новошишминском районе. Затопленными остаются 5 низководных мостов и 2 участка автодорог.
Волга уже полностью открылась. Сегодня в 3 часа дня начала работать паромная переправа из Аракчино в Верхний Услон. Ею можно воспользоваться ежедневно с 6 утра до 8 вечера. В дальнейшем режим работы планируют продлить до 10. По воде расстояние от Аракчино до Услона порядка 4 километров. Таким образом, водители экономят почти час времени. Через мост путь составляет почти 50 километров. Разлив нефтепродуктов сегодня зафиксирован в Аксубаевском районе. У села Новые Брайкино специалисты управления Россельхознадзора по Татарстану обнаружили нефтесодержащую жидкость на сельхозугодиях площадью почти в 900 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, разлив произошел в результате порыва нефтепровода. Специалисты отобрали пробы и направили их на исследования. По результатам определят состав жидкости и будут приняты меры. В рамках выездного обследования управлением Россельхознадзора отобраны почвенные пробы и направлены в татарский филиал ФГБУ в НИЗЖ. По результатам исследований управлением будут приняты меры в соответствии с требованием земельного законодательства Российской Федерации. Трость памятнику Карлу Фуксу вернут к лету вместе с благоустройством одноименного сада. Здесь же установят камеры наблюдения. Все для того, чтобы прекратить вандализм в самом центре столицы. Пока же великий ученый без трости, ее в середине марта спилили неизвестные. С тех пор исполнители не найдены и трости нет на месте. Почему затянулись поиски и возвращения, разбирался Рамиль Шайдулин. Десятилетиями образ Фукса неотделим от города. Со своего бронзового постамента он как бы взирает на любимую им Казань, которая с каждым годом становится только краше. Появляются новые объекты, как грибы растут новые дома, но если где-то что-то прибывает, то что-то, к сожалению, и убывает. И это что-то, то, без чего сложно представить самого Фукса. Трость ученого. Ее спилили вандалы. Толстостенный бронзовый элемент не устоял перед ножовкой по металлу или болгаркой. Но если это не шутка, то это получается осквернение памятников культуры. Достопримечательность, эта история должна сохраняться. Бог им судья, что сказать. Жаль, жаль. Это посягательство на святое, считают студенты и выпускники КФУ. По традиции, чтобы хорошо сдать зачет или экзамен, нужно прикоснуться к рукоятке трости. Карл Фукс – легендарный ректор их вуза. Я считаю, что такие поступки совершаются от невежества, от того, что не ценят красоту, образование, культуру. Поэтому очень жаль людей, которые так поступают. Хотя Карл Федорович Фукс для Казани человек приезжий, да, он приехал к нам из Германии, он в Казани действительно стал полностью своим человеком. Личность Фукса сложно переоценить, считают казанские краеведы. Переехав сюда в 1800 году, немецкий медик влюбился в город, а затем влюбил в себя горожан, за несколько лет снискав славу выдающегося лекаря, ученого и одного из первых краеведов. Он построил дом рядом со Старо-Татарской слободой, выучил татарский язык, в общем, погрузился в нашу казанскую реальность с головой. Ну и, конечно, это до сих пор не утратившая актуальности его книга «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях». До сих пор это один из фундаментальных трудов по изучению казанских татар, к которым обращаются современные ученые. Так, в Институте истории имени Шигабуддина Марджани по этой книге изучали обычаи. Всегда, когда мы говорим о характерных для татар обычаях, например, гостеприимство, мы всегда приводим вот этот знаменитый отрывок из Карла Фукса, который говорит, что для татар это было что-то такое особенное, и, в общем, действительно, это была их характерная черта. Фукс создал первый в городе ботанический сад, один из первых в Европе. У него гостил Александр Пушкин. В память о Карле Фуксе в Казани разбили сад, где в 1996 году появился памятник. На трость покушаются не впервые, в последний раз в середине марта. Трость нашли в снегу в самом Фуксовском саду. Видеонаблюдения там нет, поэтому установить виновного и полную картину произошедшего достоверно не получится. В этом году запланировано благоустройство сквера, и в нем установят трость. Она будет изготовлена из прочных материалов, чтобы обезопасить от подобных ситуаций. Здесь, да, может, камеру надо поставить. Я не знаю, кому это надо вообще. Как сообщили в мэрии, здесь установят камеры видеонаблюдения. На все работы выделят более 120 миллионов рублей. Также обновят дорожки и тротуары, системы электроснабжения и освещения. Все будет готово к середине лета. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
С работой полицейских Елабужского района сегодня ознакомился министр внутренних дел по Татарстану Дамир Садриддинов. Напомним, он вступил в должность месяц назад и начинает ознакомительные визиты в районные отделы. В Елабуге проверил организацию несения службы и знания сотрудниками криминогенной обстановки. Дамир Садриддинов провел совещание с руководящим составом, заслушал доклады об оперативной обстановке и мерам по противодействию преступности. Министр поставил приоритетные задачи по дальнейшему укреплению правопорядка, обеспечению безопасности населения и комплектованию личного состава. Мы занимаемся не только охраной общественного порядка, но и, естественно, ходим в военкомат, КПП, ГНР, конвой. За тариф ответят. Руководство водоканала в Нижнекамске заподозрили в афере на 350 миллионов рублей. Куда ушли деньги жильцов на ремонт сетей, разбиралась интернет-газета «Реальное время». Сегодня наша страна отмечает День космонавтики. 63 года назад, 12 апреля, Юрий Гагарин совершил свой первый полет вокруг Земли. Большинство из нас знакомы с его легендарной фразой «Поехали!». В космосе он пробыл 108 минут и положил начало космической эре. Стал первым космонавтом с именем Королева. Сегодня по случаю Дня космонавтики татарстанцев в своих соцсетях поздравил Рустам Минниханов. Он выложил ролик, где Юрия Гагарина готовят к первому полету. Что интересно, архивное видео обработано нейросетями, и Гагарин заговорил на татарском. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи! Желаю вам доброго полета! Поехали! Алга! С Днем космонавтики поздравил Алексей Песошин. Премьер-министр отметил, первый полет в космос был прорывом не только в человеческом сознании, но и в науке, технике, политике, творчестве, во многих областях знаний и жизни. Татарстан внес немалый вклад в развитие отечественной космонавтики и ракетной промышленности. В Казани начиналось отечественное ракетное двигателестроение, что сделало ее центром авиационного и космического образования и производства. Алексей Песошин поблагодарил всех жителей, кто способствует развитию космической отрасли, и пожелал профессиональных успехов и благополучия. Он запускает спутники в космос и изучает новые направления электроники – радиофотонику. Молодые ученые Татарстана продолжают славные традиции отечественной науки и вносят свой вклад в освоение космоса. Мы продолжаем специальную рубрику, посвященную году научно-технологического развития. Сегодня герой нашего репортажа Артем Кузнецов. Он самый молодой доктор наук в истории КНИТУ КАИ. Ученую степень получил в 30 лет. Как обрабатывают сигналы и отправляют спутники в космос, он рассказал Веронике Гайнудиновой. Творческая профессия, то есть ты всегда что-то новое придумаешь, что-то изобретаешь, ищешь какие-то нестандартные решения. Свою работу Артем Кузнецов называет техническим творчеством. Еще в 9 классе начал интересоваться авиамоделированием, поэтому решил поступать в Казанский авиационный институт на факультет радиоэлектроники и телекоммуникаций. Уже на 2-м курсе всерьез увлекся наукой. Та лаборатория, где мы сейчас находимся, собственно говоря, первая лаборатория, где я начинал и долгое время свой трудовой путь проходил, как говорится. То есть как раз-таки в эти годы было закуплено оборудование в этой лаборатории. То есть я принимал участие в монтаже этого оборудования, его в запуске. И вот, собственно говоря, это вот, в том числе моими руками эта лаборатория создавалась. Это лаборатория волоконно-оптических технологий. Артем Кузнецов занимается радиофотоникой. Это новое научно-техническое направление. Здесь изучают способы обработки радиочастотных сигналов приема и передачи информации с использованием оптических методов. Наука работает там, где не справляется традиционная электроника. Например, это радиолокационная система или система радиоэлектронной борьбы. Тематика сейчас крайне актуальна. А если говорить про тематику радиоэлектронной борьбы, например, там суть сводится к тому, что вот использование оптики здесь как раз-таки может дать определенный выигрыш, потому что мы можем мгновенно обрабатывать сигнал с очень большой полосой и на очень больших частотах. За создание теории и техники в этой области Артем Кузнецов стал доктором наук, самым молодым в КНИТУ КАИ. Ученую степень он получил 2 года назад, всего в 30 лет. Кандидатскую защитил еще в 25. В прошлом году стал самым молодым заведующим кафедрой в вузе.
Мы были первые, кто запустил датчики волоконно-оптические в космос. Даже на Кубсате, не говоря уже о каких-то серьезных больших аппаратах. В августе 2022 года с космодрома Байконур стартовала ракета, на борту которой отправился спутник КАИ-1. Это татарстанская разработка. Ее создали совместно ученики инженерного лицея и преподаватели КНИТУ КАИ. Малый космический аппарат с 5 камер фиксировал метеорологическую обстановку. На борту в условиях космоса испытывали и измеритель температуры. Для космической тематики чем эти датчики интересны? То, что их можно встраивать в элементы конструкции спутника и контролировать их состояние. И в отличие от электрических датчиков, сам чувствительный элемент, он не подвержен воздействию радиации, ионизирующих излучений, которые в космосе есть, и поэтому срок службы у него должен быть дольше, чем у обычного электрического датчика. Плюс там всякие помеховые истории, потому что в достаточно сложной, скажем так, обстановке эти все объекты эксплуатируются. И в этой связи данные датчики, они могут быть интересны с точки зрения внедрения уже на больших космических аппаратах. Сейчас совместно с учениками и студентами разрабатывают новый спутник. Запустить в космос планируют в следующем году. Над проектами работал и Константин Липатников. Он защитил кандидатскую под руководством Артема Кузнецова. Наставник хороший, требовательный, но самое главное спокойный. Артем Анатольевич у нас в прошлом году выиграл грант РНФ по разработке радиофотонных устройств различных. Вот сейчас мы будем выпускать статью по моделированию, собственно, данных устройств. Артем рассказывает, он занимается прикладной наукой. Нравится то, что его идеи быстро находят применение на практике. Это достаточно сильно подстегивает, да, вот этим всем заниматься, когда ты видишь, что вот ты вот это все придумал, и хоп, оно уже что-то там делает. То есть, условно, вот как со спутником он взял и в космос полетел. То есть это на самом деле такие вот бешеные эмоции, которые вот в том числе поддерживают тот интерес к науке, чтобы этим дальше заниматься. Артем Кузнецов выиграл грант президента России для молодых ученых. Его инновационные идеи неоднократно поддерживал и Российский научный фонд. Вероника Гайнуддинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. День космонавтики отмечают во всех городах и районах республики. В военное время в Казани трудились те, благодаря кому состоялся первый полет человека в космос. Сергей Королев и Валентин Глушко. Сегодня в музеях прошли тематические выставки, лекции, в школах познавательные уроки, а юные ознакаевцы лично поздравили покорителей космоса с профессиональным праздником. Подробнее Светлана Звонарева. В школах Автограда вместо обычных звонков сегодня песня о космосе. Школьники, увлеченные космическими тайнами, показали свои конструкторские разработки. Старшеклассники рассказывали младшим исторические факты времен СССР. Тех, кто предпочитает теорию и практику, увлекли опытами. Чтобы создать макет «Союза-2», уменьшенную в 144 раза, потребовались знания физики, математики и основ черчения. Соответственно, были собраны материалы. На их основе были созданы чертежи и был выполнен макет. Возможно, наши дети не полетят, не будут космонавтами, пилотирующими космический корабль, но из них обязательно может появиться космобиолог, медики-космонавты, либо создатели космических аппаратов. В Муслюмовском лицее состоялись разговоры о важном, об открытиях и изучении таинственных небесных глубин. Здесь же, в музее, с помощью приложения можно узнать о полетах в космос и рассмотреть созвездия. Что вы ощущаете, когда взлетаете? Прием. Поздравить космонавтов лично смогли юные радиолюбители из Азнакаева. Ребята в прямом эфире пообщались с Александром Гребенкиным и Олегом Кононенко, которые сейчас находятся на космической станции. Задавали вопросы о быте на МКС, о сложностях профессии. Глава района поблагодарил покорителей космоса за познавательный сеанс связи и пригласил в гости в Азнакаево. У нас дети любят задавать вопросы, и родители здесь тоже вместе с ними. Поэтому вам большое спасибо. Приезжайте в наш город, в гости, город Азнакаево, Республики Татарстан. Хорошего, счастливого, благополучного возвращения на Землю. Юные азнакаевцы были настолько впечатлены, что теперь мечтают стать, если не космонавтами, то хотя бы космическими туристами. И верят, в ближайшем будущем путешествия на околоземную орбиту станут обыденным явлением. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан.
В Татарстане с начала года от абортов отговорили 600 женщин. Это почти 60% от общего количества решивших прервать беременность. С ними работают специалисты Республиканского центра кризисной беременности, созданного на базе Казанского медуниверситета. Его открыли в начале года. Здесь женщинам помогают принять решение о сохранении плода. Также в центре могут провести прерывание беременности и послеабортное консультирование. Филиалы работают в Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Альметьевске. Нам удалось все-таки создать систему контроля над абортами. А мы прекрасно знаем, что аборт по желанию – это, в общем-то, бич любого государства, потому что любой ребенок, он должен родиться, такой у нас девиз. И поэтому, когда идет это прерывание беременности, тем более на ранних сроках, тем более наносящий огромный вред вообще здоровью пациентки, и больше всего обидно то, что это пациенты совершенно здоровых женщин, у которых есть дети. Они знают историю своих семей до 14-го колена. Традиции дедов теперь продолжают внуки. В Казани сегодня завершился зональный этап республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи» Торихта без Эзлебес. 4 семьи – Гумеровы, Исмагиловы, Галяудиновы и Шагеевы – боролись за выход в финал. Фестиваль проводится в 6-й раз. Главное здесь сохранение семейных традиций и ценностей, что особенно актуально в год семьи. Репортаж Рамиля Шайдуллина. На сцене сразу 4 поколения Исмагиловых. Дети, внуки, родители и бабушки с дедушками. Одни из немногих, кто может похвастаться тем, что знают предков до 14-го колена. Их род учителей известен с 1620 года. У нас 43 учителя, и наш профессиональный путь 1183 года составляет. Здесь изображено тюльпаны. Это означает, что мы вместе, едины. Семейное древо Гиниатуллиных начинается с 1808 года. Называют себя династией ремесленников в 6-м поколении. Когда готовились к этому празднику, тоже узнали, что, оказывается, у нас прадед, 6-е поколение, был швеей, портной и радовал своих односельчан. Были среди них и прекрасные повара. Именно они передали рецепт талкыш каляве, лакомство, которое по сей день готовят по семейному рецепту. Да, он сохранился в том же виде. Мы также добавляем, как они раньше добавляли топленое молоко, также добавляют сахар, мука. Все блюда, реликвии и традиции, которые берегли веками, внимательно изучает жюри конкурса «Эхо веков в истории семьи». Мы ввели еще 2 новых номинации. Это «Семья мира» и «Семья трудовых династий», которые также будут на республиканском этапе презентованы. И увеличился призовой фонд, получат более высокие, скажем так, суммы, которые они заслуживают. Семья Шагеевых специально для конкурса сшила новые татарские костюмы с атрибутикой Казани и привезла козылык, визитку их династии. У нас есть в роду дед, который в деревне был свое хозяйство конины, выращивал мясо, и с этого времен уже это идет поколение в поколение. И именно здесь становится воочию видно, что все родословные республики берут свое начало, конечно, из деревни. Именно здесь, в простых подворьях и избах, и стартовали все эти удивительные династии творцов, ремесленников и защитников. Пожалуй, самая творческая на конкурсе – семья Галяудиновых. С детства слышали, как наши бабушки поют, а дедушки играют на гармонии. И мы эту атмосферу хотим передать нашим детям. Победителем стала семья Гиниатуллиных из авиастроительного района Казани. Они будут представлять город на республиканском этапе, где участники получат награды из рук Раиса Татарстана. Финал 22 мая. Рамиль Шайдуллин, Сансаитова, ТНВ, Казань. Улыбнулись, потянулись. В Татарстане начали просыпаться сурки. Эти кадры из Бугульмы. Немного исхудавшие после зимней спячки грызуны вышли погреться на солнце. Сурков также заметили в Черемшанском, Азнакаевском и Лениногорском районах. В спячке они были 7 месяцев. Покинув свои сурчины, так называют норы, грызуны начинают восполнять запасы энергии, едят прошлогоднюю траву и корневища. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи в 21:30.
Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Хорошая хозяйка знает вкусы каждого. Сытно и недорого. Удобно и быстро. Полезно и легко. Вкусно, как раньше. Густоса. По вкусу каждому. Автотопливозаправщики «Хамелеон». Ты – это ты. Даже когда ты разный. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции умножаем на 10 и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции умножаем на 10 вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Qozonda kuning istalikli, ko'ngilli o'tsin desang, Baumanorama 31-yurtqa kel. Tılsımlı o'rmonni ko'ru. O'ta ko'rinmali dunyoga shumu. Surrealistik supermarket qaylagu. Bular borasida dvorец впечатленияда. Qunaqqa ketamiz. Qozon, Baumanorama 31-yurt. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. В ленте с 4 по 14 апреля праздник Ураза-Байрам. Скидка до 43% по красным ценникам. Масло сливочное, азбука сыра, 180 граммов, 119 рублей. Лента. Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека, Фармленд. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Здравствуйте! В студии Амирхан Калимулин. В Татарстане температура понизится, пройдут дожди. Подробнее после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в апреле со скидкой 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафе-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске и Балтасях облачно. Осадки в виде дождя, местами с грозами. Температура днем 8-9 тепла, ночью от 0 до 2 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Кайвицах переменная облачность, дожди местами с грозами. Температура днем 9-10 градусов, ночью 1-3 тепла. Грозы обещают в Чистополе, Мамадыше и Нурлатах. Пройдут дожди. Температура днем плюс 9-11, ночью 0 плюс 2. В Набережных Челнах, Агрызе и Сарманово облачно. Повсеместно осадки. Временами грозы. Днем плюс 8-10, ночью минус 1 плюс 1. В Альметьевске, Бавлах и Азнакаево температура днем 10-12 градусов, ночью 2-3 градуса выше 0. Здесь будет облачно и дождливо. В туристических городах республики также обещают осадки. В Суеярске температура днем 9 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Ночью плюс 1 градус. В Болгарах днем 9 градусов выше 0, ночью около 2. Здесь будет облачно с прояснениями, осадки в виде дождя. В Елабуге ожидается облачная погода, дождь с грозой, температура 9 градусов тепла днем и 0 градусов ночью. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
В Казани будет облачно, с прояснениями. Температура днем 10 градусов тепла, ночью 2 градуса со знаком плюс. Днем дождь, атмосферное давление в норме, 750 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, порывистый, около 6 метров в секунду. Влажность 60%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите себя. До встречи.